С каждым годом количество бродяг в нашем городе растет. Состав их, к сожалению, молодеет. Хотя точного числа никто не берется назвать, они исчезают и возвращаются по каким-то известным только им причинам. В морозные дни эти несчастные заполняют тамбуры магазинов, оккупируют теплотрассы, чтобы хоть немного согреться, а в летнее время их жизнедеятельность могут лицезреть абсолютно все. Наблюдая за этими людьми, понимаешь, что все свободы и права ничего не стоят, если у человека нет жилья, документов, работы и, самое главное, нет желания преодолевать жизненные невзгоды. Они просто плывут по течению и существуют за счет того, что, как говорится, Бог пошлет. Это молодые мужчины, женщины, возраст которых 40 лет. Обычно на четвертом десятке жизнь только начинается, а у них целью стало одно – снять поутру затянувшееся похмелье, найти еду и какую-нибудь ночлежку. Все. Работа, семья, моральные ценности уходят даже не на второй план, а куда подальше. Вот, например, Гузель. Ей 40 лет, живет в Сибае. Есть родители и 18-летний сын. Когда начала вести асоциальный образ жизни, она не помнит. Ее устраивает копаться в мусоре и спать, где придется. Ну, раньше я работала, а сейчас сама нигде сейчас не работаю. А по образованию кто вы? Ну, образование у меня маляр-штукатурное, у меня просто сейчас работать нельзя, у меня просто опущение почки было. Мне просто и тяжело нельзя поднимать. Ну, а кроме тяжелых работ есть же другие работы. Ну, Продавцы. Ой, продавцы-то нет, потому что я не смогу. А это ее напарник Олег. Ему тоже 40. К такому образу жизни мужчину привела случайность. Раньше была семья, был дом, но жена умерла, документы потерял и стал никому не нужен. И только улица со своими неписанными законами выживания согласилась его принять. По профессии Олег слесарь горного оборудования. Многие с этой специальностью ездят работать по вахте, и причем зарабатывают неплохие деньги. Но у нашего горе-героя нет желания трудиться в поте лица за кусок хлеба. Есть же сердобольные. Они и подадут. Меня не устраивает такого жизни. Не устраивает? Нет. А кому нравится, что понравится, что копаться. А где вы живете? Когда где, когда как. На зиму на работу куда-нибудь уезжаю за скотиной. Хорошо. А летом отдыхаю. Ну там без выходных просто работаешь от рассвета до заката. Это, можно сказать, выходной у меня. Вот отдыхаю. Ваша цель в жизни какая? Не знаю, сейчас на работу устроиться нормально, семью сделать. Просто начинаешь относиться уже по-другому к жизни. За это иногда получается. А потом хочешь подняться, упасть легко, подняться тяжело. А вот еще один герой улицы. Олег, 42 года, гражданин Украины. Ты сибайский? Нет, с Харькова, с Украины. Серьезно? Серьезно. А как вы сюда попали? ДНР, ЛНР. Вы беженец, что ли? Ну, рано залечивал. А когда вы сюда приехали? Неделю назад. Этих людей, опустившихся, грязных, бесцельно проживающих и без того недолгий век, каждый день видят на улицах города дети и взрослые. А начинается все, как правило, с малого. Пара бутылочек пива, а потом и чего покрепче ежевечернее. Как следствие, компания собутыльников, потери семьи и работы затягивает, как болото. А итог один. Нет такой статистики, которая определила бы количество бомжей в городе, регионе или стране. Каждый день их ряды пополняются. В России нет закона, запрещающего бы бродяжничество. Помочь таким людям можно только с их согласия. Психологи считают, бомжей сложно вернуть к прежней жизни. Если человек переступил черту, стал есть из мусорок и спать на земле, это начало разложения личности. Привыкнуть к этому можно быстро, в течение 3 недель, а через 3 месяца шанс реабилитировать бомжа практически равен нулю. Отношение общества к бродягам неоднозначное. Согласно нашему опросу, проведенному в соцсети, большинство сибайцев им все же сочувствуют. Однако вторым по популярности стал ответ «терпеть их не могу». А вот 14% опрошенных помогают таким людям, как могут. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.